Всем привет, с вами Егор Камелев. И не так давно в группе Акшуры некий Алеша, подай патроны, без комментариев, задал вопрос, как сделать подобную форму, где можно ввести фамилию, имя и отчество, а в неком четвертом поле автоматически будет подставляться название организации, если выбрана галочка «Индивидуальный предприниматель». Ну, в точности копировать этот функционал я не стал, но продемонстрировал принцип работы. То есть у меня получилась вот такая форма. Индивидуальный предприниматель. Здесь мы вводим фамилию, имя, отчество. И, как видим, у нас в последнем текстовом поле эта информация на лету меняется. В общем-то, все неплохо работает. И сейчас я вам покажу, как это сделать на практике. Это уже готовый вариант, поэтому мы все это смело убиваем. И также удаляем все глобальные переменные, которые я тут уже надобавлял, чтобы вы видели, как это все происходит. Итак, сначала нам нужно 3 текстовых поля. Мы вытаскиваем текстовое поле номер 1, и первое, что мы делаем, вспоминаем, что в текстовых полях будут подсказки: фамилия, имя, отчество. И чтобы нам стиль этих подсказок не менять во всех 3 полях, то мы лучше изменим этот стиль в одном поле. Подсказки у нас будут чуть более светло-серого цвета, чем в других. Окей. А потом это поле скопируем 2 раза. Раз, два. И у нас 3 текстовых поля. Первое мы назовем в поле text field name. Назовем его имя. Name field. Нет, это у нас должна быть фамилия. Surname field. Имя. Name field. И отчество. Не знаю, как отчество, поэтому я пишу the name field. Окей. 3 поля готовы. Добавляем 4. Оно у нас без подсказки, поэтому со стилями не заморачиваемся. Всякие не очень нужные штуки, типа ИП, чекбокс сверху, индивидуальный предприниматель. Но я уверен, что с этим вы бы и сами справились. Теперь, собственно, ныряем в первое поле. Нам нужно событие onTextChange, то есть когда текст изменяется в этом поле, должно что-то произойти. Двойной клик. И первое, что мы делаем на событии onTextChange, это set a variable value. Здесь нам придется добавить новую переменную add variable. Называем ее, что там у нас, surname. Окей. И нам нужно задать значение переменной surname равным значению. Вот оно. Жмем по кнопочке добавления функции и добавляем локальную переменную. Локальная переменная у нас будет называться surname text. И она будет присваивать свое значение из текстового виджета. По умолчанию стоит this. Этот текстовый виджет можно оставить this, а можно выбрать вручную текстовый виджет, текстовое поле surname field. О, я смотрю, что я написал слово field без буквы и. Ну ладно. Окей.
И я забыл его присвоить. Еще раз. Здесь мы должны присвоить переменной surname значение переменной, которая взяла свое значение из текста, который вбили в это текстовое поле. Ну, наверное, сложно звучит, но на практике это не очень сложно. Итак, это первое, что мы сделали. Теперь нам нужно повторить то же самое для оставшихся двух полей. Окей, погнали. OnTextChange, set variable value, добавляем новую переменную, называем ее name. Окей. Name text. Текст из текстового виджета name. Так, готово. И заканчиваем мы все. Не могу я подправить, надо. Теперь все хорошо. Заканчиваем мы все отчеством. OnTextChange, set variable value, добавить переменную. Так. Текст. Снова забыл. Снова исправился. Окей. И почти все готово. Осталось нам сделать так, чтобы при вводе текста в эти поля у нас бы происходило что-то с нашим третьим полем, которое мы называем организация. Я уверен, что программисты это не смотрят ввиду малого интереса к тематике. А не программистам, наверное, придется объяснить. Итак, идем в кейс 1. Здесь мы задали значение переменной. Это мы в первом текстовом поле. А теперь нам нужно ищем setText. Вот он. Widgets setText. Нужно задать текст для виджета организация. И сейчас мы попытаемся это сделать. Для начала нам нужна переменная surname. И нам нужна функция конкатенации, чтобы она была перед глазами. Да, вот в таком виде, конечно, ничего не сработает. Но зато мы понимаем, с каким синтаксисом имеем дело. lvar – это left variable, левая переменная. Concat – это concatenate, присоединить к значению левой переменной. То, что указывается в скобочках, это то значение текстовое, которое мы присоединяем к левой переменной. Текстовое значение задается в двух вот таких вот одинарных кавычках. Соответственно, вместо lvar, вместо левой переменной, у нас должна быть переменная под названием surname. Это нам, разумеется, не нужно, то, что слева. Оп. Итак, переменная surname, к ней мы присоединяем. И сейчас мы видим, что мы к ней присоединяем некое текстовое значение под названием string. Но на самом деле нам и нужно присоединить текстовое значение. Нам нужно вставить пробел после переменной surname. Поэтому мы оставляем здесь пробел. Дальше снова пишем concat. После точки. Открываем скобки. И
к переменной surname мы должны присоединить переменную name. Так как это переменная, я не вставляю ее в одинарные кавычки. Если бы я вставил ее вот так вот в одинарные кавычки, то Акшура распознала бы это как строку, а не как переменную. И присоединила бы нам слово name вместо имени. Продолжим конкатенировать. Конкат. Как вы сейчас сами уже догадаетесь, я сюда вставлю пробел. Конкат. И сюда мы вставляем father name. Я, правда, не помню, в каком регистре слово имя. С большой буквы. Хорошо. Проверяем. Фамилия. Конкатенируем пробел. Конкатенируем имя. Конкатенируем пробел. Конкатенируем отчество. Окей. Теперь мы эту функцию, которую мы написали, копируем. Ctrl-A, Ctrl-C. Окей. И идем, дублируем ее в оставшиеся поля. setText. Организация. Вставить. setText. Организация. Вставить. И если я нигде не ошибся, а я мог. И я где-то ошибся. Причем я уже вижу, где я ошибся. Видите, квадратная скобочка есть, квадратной скобочки нету. Давайте исправим. К сожалению, придется исправлять во всех трех полях. Забыл вторую квадратную скобку. Все работает. Единственное отличие от того варианта, который я вам показал в самом начале, здесь я не вставил hint текст. У нас фамилия, имя, отчество. Как-то так. Задача решена. Всем спасибо за просмотр. Счастливо.